В столичной 54-й школе состоялось открытие музея «Солдатская летопись», посвященный Дню скорби 22 июня 1941 года. В виртуальном музее представлены различные экспонаты о дедах и прадедах учеников. Этот проект помогли создать депутаты Госсовета Чувашии Николай Угаслов и Андрей Углов. Единственный в городе такой проект был разработан год назад к юбилейному Дню Победы учителем истории Александрой Демидовой. Мы сегодня выносим наш виртуальный музей в экспозицию и делаем еще новый шаг. Работа продолжается. В своем выступлении директор 54-й школы города Чебоксары Нина Григорьева поблагодарила депутата Госсовета, президента ЧНК Николая Угаслова и депутата Госсовета Андрея Углова за помощь в организации такого благородного дела. Посмотрите, современные строительные технологии, современное программное обеспечение. Вы знаете, не постыжусь сказать, 500 000 за 2 недели. Это вклад этих крупных фирм. Это просто вклад неравнодушных людей в развитие образования, в развитие военно-патриотического воспитания. Нижайший поклон и спасибо большое. Мы без них просто не смогли бы. Николай Федорович Угаслов подчеркнул, что о страшных страницах Великой Отечественной нельзя забывать. И мы должны делать все, чтобы это не повторилось. Страшнее этой войны история не знает. И, конечно же, мы должны делать все, чтобы не было войны. А для этого мы должны помнить историю. Не только мы должны передать дальше другим поколениям, чтобы они тоже знали. А это вот все будет черпаться от таких как раз музеев. Музеи должны быть. И это вот что делается прежде всего. Одни из первых делается в 54-й школе. Проект «Солдатская летопись» стал социальным. В северо-западном районе города Чебоксары уже идет работа по приобщению жителей к поиску материалов о героях войны. Зоя Яковлева, Эдуард Остеров. Жизнь столицы.